Ну, вообще такой день интересный был, непростой. Сначала начиналось так все тяжеловато. В прологе лыжи не очень хорошо сработали. Вот. Потом погода, видать, меняться стала. Пару другую взял и уже в забегах, ну, чувствовал себя намного уверенней. Вот. Ну, плюс вчерашняя пятнашка немножко давала усталость мышечную, но с каждым забегом становилось все лучше и лучше. В принципе, получилось сэкономиться до финала. Особо таких сильных протяжек, рывков не предпринимал. Вот. И, ну, по сетке получилось, что начинал с 4-го забега, попал во второй полуфинал. И перед финалом было не так много времени на восстановление. Когда выходил на старт в финале, чувствовал, ну, небольшое недовосстановление такое мышечное. Вот. И, ну, не знал, как себя почувствую в финале. Но, в принципе, получилось выстроить свою тактику и, опять же, на финишный подъем выйти первым и включиться по полной, чего мне хватило. Даже не рассчитывал, что получится сделать такой задел. Ну, когда уже на финишной прямой почувствовал, что никого нет, оглянулся и понял, что там есть даже несколько метров запаса. Был очень доволен. Оглянулись, успели посмотреть, как там борьба за второе место складывается? Да, видел, что большая пачка так заходит с боков. Вот. Но у меня было преимущество. А еще в каких-то гонках будете участвовать на этом финале Кубка России? Тот же самый командный спринт, например. Ну, ситуация складывается так, что борюсь за общий зачет Кубка России по очкам. И дистанции плюс спринт, иду первым, выигрываю там, ну, после сегодняшнего дня, наверное, уже прилично, выигрываю у Феллера Андрея. Буду участвовать только в личных гонках, которые несут очки в личный зачет. И спринтерскую эстафету, наверное, пропущу, чтобы последняя гонка тяжелая, 30 километров, дуатлон, чтобы на нее выйти более свежим.